Александра, давайте напишу 15 цифр. Сколько времени вам нужно, чтобы Давайте запомнить? Больше. 15 цифр за минуту для него просто несерьезно. Чтобы доказать, что этот человек обладает феноменальными способностями, проводим собственный эксперимент. На листе внимания 50 случайных цифр. После примерно 2 минут на запоминание он готов их воспроизвести. Так, 10, 23, 78, 10, 10, 37, 53, 18, 97, 12, 34, 61. Затем все то же самое в обратном порядке. Двухзначными, трехзначными или по одной. Говорит, запоминать может как угодно. Причем это далеко не рекорд. Лучший показатель Александра – 80 цифр за 20 секунд. А ведь еще не так давно молодому человеку диагностировали амнезию. После серьезной травмы головы он забыл огромные фрагменты из своей жизни. Тогда и решил начать тренировки памяти. Тут все-таки основано все на таком симбиозе работы левого и правого полушария. То есть логика и образная память работают вместе, поскольку мы вот ежедневно используем в основном только работу левого полушария, когда вот логические размышления, слышим слова, воспринимаем их, а правым не очень пользуемся. И когда начинаешь тренировать именно все вместе, то воспринимаешь информацию немножко иначе. То есть если для обычных людей цифры – это просто начертания какие-то, то для людей, которые занимаются идейтикой, мнемотехникой, это какие-то целостные образы. Да, то есть цифры могут пахнуть, иметь цвет, имеют какой-то образ такой объемный. То есть очень сильно отличается. У меня это происходит как кино, можно сказать. То есть я смотрю со стороны на все это действо, да, создаю определенный сюжет, и картина перед глазами легко воспроизводится. В итоге Бабаев вспомнил не только недалекое прошлое, но и то, что, казалось, забыл уже давно. События из раннего детства. На это ему потребовался всего год. Сейчас он помогает развивать память и интеллект другим. Так из программиста и лингвиста Александр стал мнемотехником. А миллионы людей по всей стране теперь думают, сверхпамять это или фокус. В эфире программы «Удивительные люди» Александр с легкостью за 50 секунд перевел 8 бинарных кодов в десятичные цифры и запомнил их. Коды от 9 сейфов введены, банк ограблен. Многие до сих пор думают, что Александр выиграл эти деньги по-настоящему. Однако это был всего лишь зрелищный номер. До сих пор мои родители в это верят, что я выиграл какую-то сумму. Нет, это был антураж. Просто конкурс, где нужно было символически раскрыть все сейфы и выиграть деньги. То есть никаких денежных вознаграждений я не получил. А вот за настоящий 1 000 000 рублей, это главный приз проекта, Александр уже не борется. Он выбыл из гонки. Впрочем, особенный статус за ним уже закрепился. Александр Бабаев, удивительный человек. Потрясающе. Невероятно. Невероятно. Просто, да. Я не могу в это поверить. Удивлять страну и мир Бабаев продолжит. Он уже готовится принять участие в другом федеральном проекте, раскрывать секреты которого пока не может. Сыктывкарец отмечает, представлять наш регион на федеральном уровне ему особенно приятно. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган.